20 красавіка мінулага года ў меліяратыўным канале пад Брэстам было знойдзена цела жорстка забітага вадзіцеля таксі. Аўтамабіль быў угнаны. Праз кароткі час былі затрыманы падазроныя, якія перамяшчаліся на машыне забітага. Сёння ўсе трое на лаве падсудных. 31-гадовы жыхар Брэсцкага района і двое жыхароў Гродзенскай вобласці, 24 і 25 гадоў. Як высветліла следства, забойства яны спланавалі, каб завалодаць аўтамабілем ахвяры. Злачынства было здзейснена з асаблівай жорсткасцю. На целе загінуўшага судмедэксперты налічылі каля 60 пашкоджанняў. Благодаря этим выроткам здесь оказался. Жыхар Брэсцкага района завярае, гэта змоўшчыкі уцягнулі ў крывавую драму. Сам бы ніколі на такое не пайшоў. Аднак сухія радкі матэрыялаў крымінальнай справы канстатуюць, мужчына нанёс пацярпеламу найбольшую колькасць цялесных пашкоджанняў. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Орловскому Яну Яновичу наказание в виде 25 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Окончательно назначить Михайловскому Андрею Романовичу наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. И окончательно назначить Кендесю Андрею Николаевичу наказание в виде 24 лет лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества. Пазіцыя дзяржаўнага абвінавачвання супадае з вынесеным прыгаворам, канстатуе начальник отдела прокуратуры Брэсцкай вобласці Алена Лешченко. Пры назначэнні меры пакарання ўлічвалася ступень удзелу кожнага ў злачынстве. Один из обвиняемых, которому назначено 25 лет лишения свободы, наибольший срок, он являлся инициатором и организатором этого преступления. Обвиняемый, которому назначено 24 года лишения свободы, причинил наибольшее количество телесных повреждений. В то же время он раскаивался в содеянном и активно способствовал выявлению этого преступления. А преступление было совершено в условиях неочевидности, поэтому это тоже учитывалось. И обвиняемому, которому назначено 23 года лишения свободы, в отношении его учитывалась наименьшая роль в совершении преступления. Акрамя таго, засуджаных у салідарным парадку будзе спагнана грашовая кампенсацыя маральнай шкоды маці і брату загінуўшага. Між тым, пацярпелы бок з прыгаворам не згодны. Я не согласен с приговором. Слишком мягко. Они очень жестоко поступили с моим судом. Если бы неожиданно могли убить там, в порыве драки или что, это была бы одна история. А здесь издевались жестоко. То есть не то, что один или два раза ударили. Подонки, одно слово, что говорю. Он был всегда рад помочь людям. Но душа человек, а с ним поступили вот так вот. Мы будем вместе с мамой погибшего, будем обжаловать. Это по-любому. Суд і прокуратура даволі мягкі прыгавор тлумачаць адсутнасцю доказаў выключнай небяспекі абвінавачаных для грамадства. Суд при назначении меры наказания учитывал то, что двое из них ранее к уголовной ответственности не привлекались вообще. У одного были судимости, но они погашены. Все трое находятся в достаточно молодом возрасте. В отношении всех троих представлены положительные характеристики с мест работы. Имеются смягчающие обстоятельства. Поэтому при таких обстоятельствах назначение исключительной меры наказания было бы несправедливо. У законную силу прыгавор пакуль не уступіў і можа быць абскарджаным.